мужам и учился. Уехал и вот он погоны надел генерала. Первый герой России, летчик-истребитель, генерал-майор авиации, еще в детстве мечтавший покорять небесные просторы. Каждый ингуш с первых слов понимает, о ком идет речь. Во второй школе его родного села в преддверии 28-й годовщины гибели Суланбека Асканова героя вспоминает в стихах и песнях. Наверное, повторяться здесь не надо, что на мужчинах держится наш свет. Жить на земле – великая награда, но быть мужчиной выше звания нет. Его путь был, конечно, сложным, но он смог пройти множество трудностей и достичь такого звания, как генерал. Это сильно. Для этого нужно очень сильно усердно трудиться, и он смог до всего этого достичь. Он герой. Такие памятные встречи в этой школе – дань уважения человеку, ставшему примером мужества и самопожертвования для всего народа. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в условиях плохой видимости Асканов потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, летчик увидел, что его самолет падает на жилые дома. Суланбек Асканов принял решение увести воздушное судно подальше от поселка, но сам катапультироваться не успел. Он по-другому поступить и не мог, делится старший брат Салман Асканов. Каждый год такие встречи вновь и вновь оживляют в нем воспоминания о брате. Кого-нибудь там плохое что-нибудь об человеке скажешь, он этого не любил. Он говорил, все мы Богом созданы. И мы вот были в Липецке, там сейчас уже 28 лет, женщины выходят и плачут. У меня тоже около 80 лет, я не видел такого. Так сильно уважали его. Встречу посетили старейшины, представители правительства, Миннатса, Народного собрания, Плиевской и Назрановской районной администрации, военного комиссариата. Это гордость нашего народа. Это человек, который своей жизнью и смертью является вечным примером для нас всех. Я здесь присутствую и с такой очень ответственной задачей передать слова, которые сказал глава республики. Признательности, благодарности семье Суланбека Асканова за то, что они подарили нам такого выдающегося человека, которым гордится весь народ наш. Он символизирует нравственно-моральный облик нашего народа. И вот я считаю, вот в таких мероприятиях это самое главное. Вы знаете, вот всегда очень грустно присутствовать на таких мероприятиях, ведь он ушел очень молодым. Страна помнит своего героя. Свидетельство тому и памятники, открытые в его честь в разных городах нашей необъятной родины. Его именем названы улицы в Ингушетии и Липецке, школы, музеи, самолеты. В его честь проводят спортивные и культурно-массовые мероприятия. Аэропорт Магаз 2012 года носит имя героя Асканова. И перед его главным входом установлен памятник. Копия истребителя МиГ-29, на котором летал Суланбек. А ровно 20 лет назад здесь, во Второй Плиевской школе, открылся музей славы имени Суланбека Асканова. Здесь хранятся его фотографии, личные вещи. Среди них и макет самолета, и первый генеральский мундир, который он подарил своей матери. Она взамен передала его в дар музею. Открыть музей в родном селе решила Малика Горданова. Документы, фотографии, личные вещи помогли собрать родственники и сослуживцы Асканова. Музей давно стал одной из главных достопримечательностей села. У нас здесь, в музее, в Плиево, его живая память. Он здесь живет, его душа обитает здесь, потому что сюда приходят люди, вспоминают, говорят о нем, сюда приходят его близкие. И здесь вот этим духом самоотверженности и патриотизма проникаются дети, которые сюда приходят. Строится здесь новая школа, эта школа будет трансформирована, она уже морально изношена, здание. Я надеюсь, и мы будем об этом ходатайствовать перед руководством республики, чтобы в новой школе, которая сейчас достраивается, будет прекрасное, хорошее помещение выделено именно под этот музей, и
мы пристально и внимательно будем следить и опекать этот музей. Сюда приезжали учащиеся Липецкой школы, чтобы узнать чуть больше о легендарном летчике. История жизни и гибели героя тронула их до слез. Здесь, в этом зале, со слезами на глазах, они говорили о том, что их бы не было на этой земле, если бы свою жизнь ради них не отдал наш земляк. Его подвиг и имя всегда будет на устах его сослуживцев, родственников, жителей Ингушетии и Липецка и страны. И пока жива эта память, жив и сам герой. Дана Плеева, Магомед Белакиев. Новости 24.